Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Быстрее, выше, сильнее. Рамзан Кадыров провел рабочие встречи на тему развития спорта, о достигнутых целях и планах на будущее в нашем выпуске. Путь героя. На посту закадывает сержант Кадыров. Расскажем историю защитника нашего Отечества. Наш материал о службе и верности долгу. На волне 103,6 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальная тема». У микрофона Зарета Ларсанова. Во всем мире отмечается День радио. Как оно изменило мир, расскажет Медина Мударова. В благословенную пятницу Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Творца Хамзата. В проповеди Адам Шахидов рассказал о достоинствах Рамадана и особой милости, которую Всевышний ниспослал своим рабам в эти благословенные дни. Имам привел хадис пророка, да благословит его Аллах, и приветствует о том, что с наступлением священного месяца двери ада закрываются, а рая распахиваются. Шайтаны сковываются. Это время, когда верующие имеют возможность приблизиться к довольству Аллаха, оставить грехи и начать новую страницу своей жизни. Рамадан bu tabiat qinik ebo dabiat qinik ebo horshara wa gushkil doshol hayl shdush del yelshnu alayhi salatu wassalam huqwa dakhara dot chulatsam bolusha har mil dotsdu wa bilgal desh tajo khas ayga binat so masih dashah wa yallaqtu del yersalam marshal khilton ish ma shi'ta haymal waha fa innaka mayitun baqallahu alayhi wa shuhud حيملو واحو ملويخ واحو ملويخ واحح حلير وشوحون وأحبب من شئت حنو أقدق ويزح فإنك مفارقه حتنق أستر وشوحون دنيا وغدستر دورشدو تقاچق دير دورشدو آخر وحويشدو تيجع شيء بين يقبات يلسمن يبيودك بو جوجغت يبيودك بو ديل فرز قوچوش ديش دا تدلين دوشدو لامز ديش مرخا قوبش ديل سعورت يلش بقورت صلى الله عليه وسلم قرآن ديزرسه قرآن تنس عمل يرسه ديل يچن سنة صلى الله عليه وسلم ديزرت ديل جرجرنا بيزرت سير نقبرت بيان خيل وش وستق دال مغلحة يلسمن بيدنا دعورو إذا بدي سيلا وش وش الله دال أصنع بيدق برب مالوين وين دال وين دعبان خيل باش بديش تأنا نشتا جرجر شاتي وجهش يجرسي دال يلسمن عتانتو خيل وين دال إبوان باش بول رمضان بوت وين وحكنا وين أمتنا بدي سيلا وش وش الله دال بركة دعش باوت خل وزخل وش الله دال دال نوقع نيتين قحوكش أربل خيل باش بول وين وجري دال بركة خيل باش بول طولم سه كشتور زمان قح تأبير زينة دال وين مسوا ديق الضيل. Мы будем возрождать и строить нашу республику через спорт, образование и науку, говорил первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Сегодня спортивная отрасль региона достигла небывалых высот и открывает большие возможности для начинающих спортсменов. Несмотря на это, есть куда развиваться, что и было затронуто на встрече главой региона, включая поддержку молодых талантов. О деталях расскажет Мадина Кураева. Начиная рабочую встречу, Рамзан Кадыров поинтересовался о деятельности спортивного направления в субъекте. Развиваются десятки видов спорта, строятся новые объекты, обновляются уже действующие площадки и залы. Заместитель председателя правительства региона, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров отметил, что особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Министерство спорта, вице-премьер, как уже решил, был баба вещь, спортивную школу, федерация, что бал, мода быть, да, такой бал. ذلك الله ما من مهدا مناجي رمضان
Уважаемый Рамзан Ахматович, Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту проводит масштабную работу по развитию массового спорта высших достижений и укреплению спортивной инфраструктуры региона. Особое внимание уделяется олимпийским видам спорта. В Чеченской Республике развивается 62 вида спорта, также функционирует 48 аккредитованных спортивных федераций и насчитывается 3224 действующих спортивных объектов. По итогам 2025 года в рамках календарного плана основных физкультурно-спортивных мероприятий проведено 227 мероприятий с охватом более 21 тысячи человек. 1184 спортсмена стали победителями и призерами всероссийских соревнований. Еще 165 международных, 159 наших спортсменов вошли в составы сборных команд России, еще 45 являются кандидатами в сборные команды. 6 спортсменов получили звание мастер спорта международного класса, 110 спортсменов звание мастер спорта России, 902 звания кандидатов в мастера спорта. Число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросло до 861 тысячи человек, что составляет 58,1% населения республики. В рамках оказываемых мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей 541 человек зачислены в приоритетном порядке и на безвозмездной основе в спортивные секции, проводимые на базе спортивных школ республики. В регионе продолжается реализация федеральных и региональных программ. Закупается современный инвентарь и оборудование, ремонтируются залы и площадки, что помогает заниматься спортом в более доступных и комфортных пространствах. Уважаемый Рамзан Ахматович, Минспорт Чеченской Республики является ответственным исполнителем мероприятий 3 федеральных проектов. Это федеральные проекты развития спорта высших достижений, развития физической культуры и массового спорта и бизнес-спринт «Я выбираю спорт». В рамках реализации первое закуплен спортивный инвентарь для спортивных школ региона на сумму 21,8 миллионов рублей. Проведен капитальный ремонт 3 спортивных объектов и созданы 3 малые спортивные площадки ГТО на сумму 50,2 миллиона рублей. За счет средств победителей фестиваля культуры и спорта народов Юга России произведен капитальный ремонт 6 объектов спорта на сумму 105,3 миллиона рублей. Созданный модульный спортивный зал в Путинском районе в городе Грозного стоимостью 171,6 миллионов рублей и модульный плавательный бассейн в городе Аргун на сумму 344,1 миллиона рублей. Их официальное открытие запланировано на апрель текущего года. С использованием механизмов государственно-частного партнерства в городе Ачхой-Мартан и селе Бена-Юрт Натеречного района ведется строительство 2 спортивных комплексов и введен в эксплуатацию комплекс Ахмат в селе Илсан-Юрт Курчаловского района. Общая стоимость 3 объектов 1 миллиард 168 миллионов рублей. Ахмат Кадыров отметил, что в текущем году запланировано проведение масштабных физкультурно-спортивных различных мероприятий и фестивалей. Кроме того, продолжается работа по расширению инфраструктуры в населенных пунктах республики. Предусмотрено строительство новых спортивных центров, универсальных площадок и специализированных объектов, что позволит вовлечь еще больше молодежи. Рамзан Ахматович, в рамках календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий запланировано 703 мероприятия. Из них уже проведено 15 с охватом 1474 спортсменов. Кроме того, на период с 2026 по 2028 года запланировано строительство 3 спортивных объектов в селах Ахмат-Юрт Курчаловского района, Дачу-Борзой Шатойского района и Болготой Шалинского района, а также строительство 2 модульных спортивных залов в селах Виноградное, Грозненский район и Старые Атаги Урас-Мартанского района. На строительство данных объектов выделено 914,9 миллионов рублей. Вместе с тем планируется создание 8 умных спортивных площадок и 7 малых спортивных площадок ГТО с общей сметной стоимостью всех площадок 197,6 миллионов рублей. В рамках объявленного вами года горных районов 4 площадки будут построены в Веденском и Тумкалинском, Шатойском и Широйских районах. Уважаемый Рамзан Ахматович, хочу выразить вам слова благодарности и признательности от лица всех спортсменов и любителей здорового образа жизни. Благодаря вашему вниманию и всесторонней поддержке спорта в нашем регионе достиг значительных успехов.
Рамзан Кадыров отметил, что нужно уделять особое внимание развитию спортивных федераций и деятельности детско-юношеских школ. Он подчеркнул, что именно эти структуры формируют кадровый резерв и закладывают основу будущих побед. Глава региона поручил вице-премьеру лично контролировать реализацию всех намеченных проектов и регулярно выезжать на места для мониторинга хода работ. Особое внимание есть федерация, спортивной школы, что я бешено, федерация бешено, что с вами опять чудо, и на самом деле спортсмен, я был ударить одну бешено, и знаю, спортивной школы, что я внимание есть бешено, я патриотический настрой, что без я уезжать дальше, сейчас дальше. Dadurch qida beshnon, hüçür, hizavuşnon, zabeshnon, zasedesine budasnon, balda avnavit bezdim meladon, balan interesegdon, yaveldir fuydu, balan yadir veydon. İspaturizm yazdan, balço, yoskı ve bildeson, yok armayı videson, hüçnü bilde, aşu ablamı badan. Anstrengt деятельность мою, если устает, я что вот он будет балдado, что дарил весь балдado, жестко он требовал, что есть, это вода диабет. Развитие спорта в республике остается одним из приоритетных направлений. Руководство делает акцент на доступность, качество и результат. В регионе продолжается последовательная модернизация спортивной системы от инфраструктуры до подготовки кадров. Как подчеркивают в профильном ведомстве, главная цель – создать условия, при которых каждый житель сможет регулярно заниматься физической культурой. Мадина Кураева, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В продолжении темы спорта Рамзан Кадыров провел еще одну встречу уже с заместителем министра спорта России Одессом Байсултановым, на которой были отмечены достигнутые успехи, включая введенные в эксплуатацию новые спортивные объекты и универсальные площадки. Продолжит Рамзан Абуев. Открывая встречу с первым заместителем министра спорта России Одессом Байсултановым, Рамзан Кадыров высоко оценил его профессионализм. Глава отметил, что благодаря трудолюбию он выстроил блестящую карьеру, поднявшись с рядовой должности до кресла председателя правительства субъекта. С 2012 года его деятельность продолжается уже на федеральном уровне. درسوا رمضان ماتش سوون تواتينا خزاقيت دقر شلون но с другой стороны амал тедернеш бог да овой бешпо бог на ё акризнал цаюш бе дохчом да цалил дики бел тедерне долден сеги штал цаюн двоякие юкса функции и как проверочная и цаюн дегевой гагушек уже мартуесом. По словам Одесса Байсултанова, региональное министерство по физической культуре и спорту демонстрирует высокие результаты. Ведомству удалось выстроить эффективную кадровую политику, реализовать крупные инфраструктурные проекты и создать условия для всесторонней поддержки спортсменов и их наставников. Вот сейчас командировки, нужно проверить, как идет реализация поручений президента, правительства, председателя правительства, ну и федерального органа исполнительной власти в части физической культуры и спорта. Поверхностно мониторинг дает понять, что резкий, достаточно значительный рывок за последние годы мы видим и в части строительства инфраструктуры, и в части развития, популяризации, продвижения видов спорта. А по основным видам спорта у нас значительные достижения. Совместно с Рамзановичем мы и до этого прорабатывали дорожные карты, как нам двигаться. Сейчас заметно увеличилось количество мастеров спорта международного класса России, тренеров, что даже в советские времена для нас, когда у нас спорт считался на очень высоком уровне, таких результатов не было. Мы предварительно с Рамзановичем проговорили, за эти дни проедемся, посмотрим,
по объектам, и те нововведенные объекты, которые планируются, думаю, там тоже будет результат достаточно уверенно высокий. Первый заместитель министра спорта России вручил вице-премьеру Ахмату Кадырову медаль Олимпийского комитета. Возглавив региональное ведомство, он проявил себя как грамотный руководитель, сумевший придать новый импульс развитию сферы. В рамках поездки у меня и почетная, и приятная миссия, то, что Министерство спорта Российской Федерации достойно оценило вклад и за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганды физической культуры и спорта. Михаил Владимирович Дегтярев, председатель Олимпийского комитета, наделил и поручил мне, право, с вашего разрешения, вручить медаль Озеру. Она дается только за именно развитие, популяризацию, продвижение именно спорта. Ахмат Рамзанович, с вашего позволения, хотел бы вручить. Рамзанович, разрешите? Давай. В республике постоянно открываются новые спортивные школы, создавая прочный фундамент для будущих побед. Как результат, чеченские атлеты все увереннее заявляют о себе, пополняя копилку достижений медалями престижных российских и международных турниров. Работа с молодежью строится на убеждении, что спорт – это не только физическая активность, но и важный инструмент воспитания. Он помогает закалить характер, сформировать личность и привить интерес к здоровому образу жизни. Амзан Абуев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова оценила работу медицинской отрасли Чеченской Республики. В сопровождении вице-премьера, министра экономического и территориального развития Рустама Шаптукаева и министра здравоохранения Адама Алханова. Она посетила ключевые медицинские учреждения. Специалисты оценили техническую оснащенность, укомплектованность штата, работу экстренных служб и внедрение цифровых технологий. Особое внимание уделили ведению пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Визиту предшествовал двухнедельный аудит медучреждений, проведенный рабочей группой ведомства. Результаты проверки обсудили на совещании в Минздраве. Алла Самойлова отметила успешную модернизацию отрасли и эффективный контроль качества оказания медицинской помощи. В целом, мне бы хотелось выразить огромные слова благодарности руководству республики, поскольку созданы очень хорошие условия организации медицинской помощи, то есть это достойная материально-техническая база вот тех медицинских организаций, в которых мы побывали, республиканская больница, онкодиспансер, перинатальный центр, вот эндокринологический межрайонный центр. То есть в этих условиях возможно оказание высокоспециализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, по сути дела, вот по всем направлениям. В Урус-Мартане стартовала программа развития малого и среднего бизнеса, а также повышения финансовой грамотности. Предприниматели получают консультацию и практические рекомендации. Подобные мероприятия пройдут по всей республике, поддерживая местных производителей и создавая новые рабочие места. Далее моя коллега. Как развивать бизнес и повысить финансовую грамотность? На эти и многие другие вопросы ответили представители Центра развития предпринимательства «Единство» совместно с региональным отделением Сбербанка. Они будут выезжать в города и районы республики и проводить открытые встречи для предпринимателей и самозанятых. Стартовала программа в Урус-Мартане. В первую очередь нахлушал проблему يا شجع أخش مصر يا سيد الدولة شان زرت على الأخش مدرس ويا كاسي شو حدا يعني حقو شوق الأخش دو مش داون يعني أخش بوشة بيرو وشري شباب وشان بدأ زين شو اسمه من شو إخلا بعم دوشة يا دول يا بلغ دول يا يبيحكي وش أشتري تعدول يحكن صحيح تويت نقول إشتي проблем Мероприятие прошло в формате открытой встречи. Программа направлена на развитие малого и среднего предпринимательства и расширение доступа к современным финансовым инструментам, включая решения, соответствующие принципам исламского финансирования. Планируем проводить такие мероприятия во всех районах, чтобы каждый, кто планирует или только начинает свое дело,
могли получить практическую информацию, консультации и реальные инструменты для развития бизнеса. Программа реализуется Центром единства при участии Офиса исламского финансирования Сбербанка. Также с нами профильные эксперты в сфере финансов и ведения бизнеса. Среди присутствующих сами предприниматели, а также те, кто планирует открыть свой бизнес. В завершении участникам будет предоставлена возможность получить индивидуальные консультации и практические рекомендации по ведению бизнеса. В фойе представлена продукция чеченских предпринимателей, сладости, вяленое мясо и напитки. Посетители могут ознакомиться с понравившейся продукцией, попробовать и при желании приобрести ее. Ну а производители готовы поделиться процессом изготовления. Ибрагим Истамиров представляет фирму «Вайкане». Компания работает на рынке более 10 лет. Выпускает мучные изделия, кукурузную халву и щербет. Начав с первоначального капитала 1500 рублей, предприятие за это время создало более 10 рабочих мест. Главная цель – продажа натуральной еды, производство продукции в республике, и чтобы создать рабочие места именно для наших жителей. В том числе, фирма она находится в городе Урус-Мартан, и вот создание этой фирмы, создание рабочих мест как раз положительно повлияет на безработицу в нашем городе. На данный момент ведется работа по расширению ассортимента. Разрабатываются новые мучные и диетические продукты. Они, к слову, пользуются популярностью в республике и соседних регионах. Ну а секрет в натуральных и качественных ингредиентах. Сгущенка чисто белорусский на гриле, мелкая сгущенка микшац. И сгущенка карамеля только на иристок, щербетана из цатух. Злата бимикшац после масла куды. Мелчуха и ялушяци. И орехи тоже отборные, дик наш до этого, чтобы цуюкачам, изюм, орехи, арахис тоже. Подобные мероприятия пройдут по всей республике. Реализация программы осуществляется в рамках указа главы Чеченской Республики, согласно которому 26 год объявлен в регионе годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. Мизина Мударова, Седемин Мусаев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Мы подготовили сюжет о бойце, который более 20 лет с честью служит Отечеству. Он с юных лет вышел на путь защиты. Неоднократно участвовал в специальной военной операции, был поощрен государственными наградами. Несмотря на ранения, не переставал сходить с выбранного курса. Далее в материале. Первый заход бойца в составе полка полиции «Ахмат» в зону проведения специальной военной операции оставил неизгладимый след. Мариуполь стал точкой, где Шема Астамиров вместе с боевыми товарищами начал путь защиты мирного населения и противостояния нацистам. Boyushal yarışta şeyin sayla joa shittina şey padwal chuba kan shash damash dahoychan daloychna şey abarona lehts ashqla üç ervellik tervush yarışta ve gражданский nahbar terbayan ara vaqsh besh o üç besh ara baqt chura tayga dol da mal shadek dalush tan ish humlilir qosay. Дважды участник специальной военной операции внес свой посильный вклад в освобождение ряда населенных пунктов, а также завода «Азовсталь». На службе Астамиров с 2002 года. Будучи юным, он застал время, когда регион проживал тяжелый период. Этот опыт закалил в нем характер и определил жизненное дело. Patchor der ist ganz da noch schmerzlich und so der Schwarzina so der Ayman nisi und so der Staat hat ich da wird der ist da doch babolus da حاول أردك ودر توماس سلا da جو قوة شو إذا شيمبو شو أنا وسط أوكرانيا لازينا ولازين ورد يعني على يعني شاد عبير ولا بنسي ورد على نراز وسن Сегодня, в свои 46 лет, Шема продолжает профессиональную деятельность в качестве заместителя командира роты. Наряд слышно, товарищ командир, за время местной службы на посту без происшествий закладывает сержант Кадыров. Война.
Невозмутимый, спокойный, на огневом рубеже. Олицетворение решимости. Ну а дома человек с обычной жизнью, которого ждет большая семья. Тут в кругу близких это заботливый отец и дедушка, которого больше всего радует его внучка. Свободное от службы время наш герой занимается разведением крупнорогатого скота. На сегодняшний день в его хозяйстве насчитывается 4 бычка. И на достигнутом он не планирует останавливаться. После напряженных дней он возвращается к простым вещам, отвлекается в заботе о хозяйстве и животных. Так выглядит мирная сторона жизни бойца. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. С 1 января этого года ветераны СВО могут оформлять плату проезда к месту санаторно-курортного лечения сразу при получении путевки. Новый порядок ввело отделение СФР по Чеченской Республике. Теперь специалисты фонда одновременно оформляют путевку и билеты на любой вид транспорта – поезд, самолет или автобус. Ранее ветераны приобретали билеты самостоятельно и затем получали компенсацию. Военнослужащие с первой группой инвалидности и те, кому требуется сопровождение по медицинским показаниям, смогут проходить лечение вместе с сопровождающими с оплатой проезда, проживания и питания. Теперь ветераны смогут сразу оформить документы на проезд к месту лечения и обратно. Ранее билеты приобретались самостоятельно, а затем участники СВО обращались в отделение фонда за компенсацией. С Нового года специалисты социального фонда оформляют документы на проезд на любом виде транспорта – автобус, поезд, самолет и другие – одновременно с оформлением путевки на санаторно-курортное лечение или реабилитацию. Это позволит ветеранам не тратить собственные средства на дорогу. 13 февраля – профессиональный праздник радиожурналистов. В нашей республике первый выход в эфир состоялся 97 лет назад. Сейчас в регионе действует несколько радиоволн. Они занимают значимое место в медиасфере и имеют большую аудиторию. В рабочий график диджеев погрузилась Медина Мударова. В эфире программа «Актуальная тема». У микрофона Зарета Ларсанова. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новый выпуск передачи «Голос предков». Уже запомнившиеся и родные голоса. Они знакомы всем жителям Чеченской Республики. Ежедневно ведущие 3 телерадиокомпаний доносят до слушателей самые свежие новости. Радио ГТРК о войнах уже 97 лет не прекращает свою работу. На волне 103,6 FM они вещают на 2 языках – чеченском и русском. Радиовещание включает в себя 5 информационных блоков, 3 из которых на чеченском, а 2 на русском языке. В эфир выходят информационные и тематические программы. Зарета Ларсанова ведет эфир уже 5 лет. Признается, что здесь нашла дело всей своей жизни. У каждого человека в этом мире должна быть своя ниша, где человек морально отдыхает, где он в коей мере отвлекается от всей этой мирской жизненной суеты. В моем случае это моя работа, где я отвлекаюсь. Например, когда я захожу в студию звукозаписи на запись программы, то я себя не настраиваю, у меня это на автомате получается, что все свои проблемы, настроение, усталость я оставляю за дверью студии и полностью погружаюсь в этот творческий процесс. Самое главное, это по мне получать эмоции от своей работы, и я их получаю, особенно после беседы с интересными гостями. Благодаря оперативному вещанию и интересной подаче информации радио о войнах завоевало народную любовь и признание. Оно также не раз отмечалось различными наградами на региональном и федеральном уровнях. Сейчас это современное радио с новым техническим оснащением и новейшим оборудованием. 105,4 FM. На этой волне 24 часа в сутки вещает радио ЧГТРК Грозный. В первую очередь это, наверное, большая ответственность за каждое слово, которое ты говоришь в прямом эфире. И, конечно, мандраж, он никуда не пропадает, потому что это прямой эфир, и всякий раз ты боишься ошибиться. Но больше всего это, конечно, важность осознания того, что ты приносишь пользу, что ты можешь донести быстро и оперативно информацию до радиослушателей, до жителей нашей республики касательно погодных условий, касательно срочных новостей и так далее. Благодаря их работе слушатели могут узнать самые оперативные новости, насладиться любимой музыкой, самим участвовать в прямых эфирах и послушать познавательные программы. Люди большее время проводят все-таки в транспорте, а не дома. Да? Вечером мы уже на телевизор переключаемся, на рабочем
месте, слушают радио, слушают в машине. Это, конечно, хороший поток информации. Мы даем самую полезную, самую свежую и объективную информацию. Это раз. Потом радио – это что? Хорошая вещь, это которую можно на фоне слушать, не акцентируя себя. Да, ты там едешь за рулем, не отвлекаешься, слушаешь, и поток информации идет. Ну а радиостанция «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова начала свою работу в 2007 году. За это время она духовно и интеллектуально взрастила целое поколение. Эта станция зародилась в самое непростое и необходимое для чеченского общества время. Амина Гилгаева пришла на радио еще на 4-м курсе и в 2018-м окончила факультет журналистики Чеченского государственного университета. Сейчас девушка ведущая программ на ТРК «Путь». Ее передачи как новостные, так и тематические выходят преимущественно на чеченском языке. В профессии Амина уже 9-й год. Я влюбилась в эту работу еще до того, как пришла сюда, потому что мне нравится доносить достоверную информацию о нашей религии, о том, что наша вера построена на принципах взаимопонимания, взаимоуважения. Мне кажется, что на сегодняшний день это очень актуально и важно как для нашей республики, так и для нашей религии в целом. В этом нам помогают наши богословы, духовное управление мусульман Чеченской Республики. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших коллег со Всемирным днем радио, пожелать им успехов, удачи. Впервые Грозненская радиостанция вышла в эфир в далеком 1928 году на волне 380 FM. И с тех пор радио прочно вошло в нашу жизнь. Телерадиокомпании Чеченской Республики вещают самую актуальную и полезную информацию. Ежедневно радиослушатели не только знакомятся с последними новостями, но и узнают новое об исламе, нашей культуре, обычаях и традициях. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести Чеченская Республика. В Грозном торжественно открылись гризодубовские чтения. Мероприятие приурочено к 85-летию антифашистского комитета советских женщин, историческим преемником которого сегодня выступает Союз женщин России. Программа дня включала показ документального фильма о Валентине Гризодубовой, легендарной летчице и первом председателе этой организации. Прозвучали доклады о значимости роли женщины в развитии общества. В церемонии приняли участие представители власти, общественные деятели и члены регионального отделения Союза. Проект продлится в течение года и будет включать выставки, конференции и круглые столы. Мы в своей деятельности работаем и военно-патриотическим воспитанием молодежи. И вот как раз будет все в тему. Вот у нас выставка здесь Гризодубовой Валентине Степановне. И вот параллельно галерея наших женщин, известных в нашей республике, которые оставили яркий след в своей деятельности в жизни нашей республики. В июне месяце будет и митинг антифашистский вот, против фашизма, нацизма и так далее. И в школах будут проходить тематические мероприятия, и в библиотеках, и автопробег будет женщин, посвященный этим датам. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.